Я все время в такие истории ввязываюсь. Я очень люблю, допустим, Алишу Кис. Есть такая исполнительница, мне очень нравится. Я очень большой фанат Кристины Агилеры. Музыку создает не только автор и исполнитель, а еще слушатель. Я все время в такие истории ввязываюсь. Вы вспомнили про Нурбека Батулу, допустим, спектакль «Алиф». Это я помню, это очень классно. Он совершенно не приносит нам никому доход. Это был действительно эксперимент во всех смыслах. Нам хотелось сделать произведение на стыке современного экспериментального театра и на стыке нашей истории, нашей музыки, нашего родного языка. И вот, собственно говоря, этот вот такой вот перформанс появился. Спектакль «Дартмен», допустим, мы делали тоже с Нурбеком Батулой, да, вот эта история, где танцор выходит на сцену с окровавленными такими ранами. Я периодически ввязываюсь в такие спектакли, которые совершенно не нацелены на заработок, а именно это чистый эксперимент, это мне интересно, потому что я так расширяю свой кругозор, расширяю свою аудиторию. Да и в принципе это интересно делать что-то, что ты еще не делал до этого. Потому что если делать только что уже как бы поставлено на рельсы, мне кажется, это немножко скучно. Кстати, планируется, мы с режиссером Туфаном Имамудиновым планируем сделать спектакль, посвященный Баки Урманче, нашему великому художнику, и не только художнику, и преподнести его с очень такой необычной стороны и в необычной подаче. Я надеюсь, что в этом году это все состоится, поэтому как будет более точно, я, конечно, вам скажу. Это будет спектакль, посвященный вообще художнику, и в данном случае Баки Урманче. Да, мы берем его стихи, он помимо того, что он рисовал, он еще писал стихи. Вот буквально недавно я слушал современный мюзикл «Гамильтон». Александр Гамильтон называется, и это мюзикл, написанный в хип-хоп стиле. То есть там хип-хоп, R&B. Я очень люблю этот жанр. Я очень люблю, допустим, Алишу Кис. Есть такая исполнительница, мне очень нравится. Я очень большой фанат Кристины Агилеры, допустим, многие знают. Я очень люблю вообще такую вот музыку черную, то, что называется, соул, джаз, spirituals, это вот мне очень близко. Я очень люблю кинокомпозиторов интересных. Там, Джон Уильямс, допустим, Эннио Морриконе совсем недавно тоже ушел, легендарный Эннио Морриконе. Это обязательно нужно слушать современную музыку, и совершенно разную музыку, и популярную, и экспериментальную. У человека жизненные вот ориентиры и вообще ценности, если характер у нас формируется в детстве, то вот наши вкусовые предпочтения в музыке, в литературе, в кино, они формируются где-то от 18 до 24 лет. И вот тут вот то, что нас вот трогало в этот период времени, оно остается с нами на всю жизнь. Хочется, чтобы музыка была профессиональной, чтобы она была качественной. Во мне, в данном случае, говорит профессиональный музыкант. Я хочу слушать хорошее пение, я хочу слушать профессиональных музыкантов, чтобы это было хорошо записано, чтобы это было интересно, чтобы композиторы делали что-то интересное, что-то новое. Но в тот же момент, слушайте, есть же разные. Это мой вкус, а есть вкус других людей. Поэтому... Естественно, у каждого человека есть свой музыкальный вкус. Мы что-то любим. Мы слушаем то, что мы любим. Логично. Но в мире всегда очень много всего, того, что проходит мимо нас. Вот. И я призываю очень часто, особенно молодых людей, задумываться о том, что есть какие-то имена исполнителей или композиторов, которые, возможно, вам не очень близки. Музыкальные направления, которые вам не очень близки. Но проводить такую работу, внутреннюю работу, брать записи этих исполнителей, этих композиторов
и прислушиваться к ней. Может быть, не один раз, может быть, несколько раз. И задуматься над тем, почему эта музыка завоевала весь мир. Может быть, с первого раза вы этого не поймете. Или, допустим, вы никогда не были в опере. Но почему-то опера завоевала весь мир. Сходите в оперотеатр и не ставьте крест на оперном жанре после первого посещения. Может быть, вам просто не повезло, или спектакль оказался действительно там сложный. Посмотрите хотя бы 3, как говорится, Бог Троицу любит. Дайте шанс и почитайте об этом. Или, допустим, вы никогда не слушали джаз. Почитайте про джаз вообще, что это за музыкальное направление. Послушайте записи разных исполнителей. С той эры, когда это начиналось, или что-то современное, совершенно разное. И тем самым вы сами себе будете обогащать свой внутренний мир. Я пишу разную музыку. И само собой, мне кажется, меня можно в каких-то определениях назвать национальным композитором. Допустим, если мы идем на спектакль «Кара Пулат», «Черная палата», естественно, я там выступаю как национальный композитор. И здесь по-другому быть не может. Или, допустим, если вы слушаете какое-то там другое мое сочинение, допустим, «Кончерто Гроссо» у меня есть, да, где я пишу в барочном стиле. Вот национальный там композитор или нет, это такой открытый вопрос. Мне кажется, там я становлюсь уже таким вненациональным композитором, когда работаю в таких жанрах. Вообще жанр сериала, мне кажется, он один из таких ведущих жанров сегодня. Мне кажется, люди больше смотрят даже сериалы, чем кино. И мне очень хотелось бы, конечно, поработать над сериалом российским, может быть, каким-то мировым, может быть, даже национальным. Не знаю, потому что очень хочется, чтобы музыка твоя доходила до самого широкого зрителя, а сериал, мне кажется, это один из самых таких прямых путей, если это успешный и интересный сериал, тем более. С удовольствием я поработал, да. Современный композитор, он очень разный, потому что мы живем в такое многогранное время, у нас очень много разных и музыкальных традиций, и стилей уже к этому времени накопилось, и каждый композитор выбирает какой-то свой определенный путь. Некоторые композиторы совмещают несколько направлений. Мне кажется, вот я стараюсь это сделать. Есть композитор, который концентрируется на каком-то одном из музыкальных направлений. Но современный композитор, он очень разный. Поэтому, когда мы говорим композитор, перед глазами может представить совершенно разный образ. Это может быть человек, который пишет какую-то такую сложную, непонятную музыку. Да? Бывают композиторы, которые пишут там, песни. И мы людей таких тоже называем композитор, хотя, может быть, это не совсем там, корректно. Есть композиторы, которые там работают только в театре, которые пишут в кино. Поэтому это разная такая фигура, но, наверное, в полном смысле это очень многогранная фигура. Конечно, для меня очень важно, что скажут мои близкие люди. Но в этот же момент у меня есть какой-то внутренний свой цензор, я очень сильно доверяю самому себе. И самое главное, все равно последнее слово за вот этим внутренним голосом моим. А поддержка близких, она, безусловно, важна. Она очень нужна. И особенно бывают моменты, когда ты в себя веришь меньше, чем близкие вокруг тебя. Композитор, конечно, больше время проводит действительно либо дома, потому что ты много работаешь дома. И либо в студии, потому что студия — это процесс записи музыки, это очень такой интересный, непростой, но при этом такой вдохновенный период работы, потому что одно дело это все придумать, сочинить, а другое дело это все так сыграть, так спеть, так записать, потому что это будут слушать люди, и хочется, чтобы это было максимально точно к твоему замыслу.
поездки, они не сколько вдохновляют, а сколько вот лично для меня дают возможность выдохнуть, как-то немножко перезагрузиться, освободить вот сознание и погрузиться в следующую работу. Люди, конечно, тоже вдохновляют, потому что люди, что я понимаю под людьми, это больше, конечно, я понимаю музыкантов и исполнителей. Потому что я знаю, допустим, возможности того или иного исполнителя. Это может быть даже просьба или заказ какого-то исполнителя. Тоже очень сильно стимулирует там что-то написать там, для него, для нее. Иногда задумываюсь об этом, а действительно, что в конце концов меня вдохновляет и побуждает создавать. Это какое-то вот такое внутреннее горение, какая-то такая внутренняя пульсация, вот этот моторчик заведенный. Мне кажется, человек рождается с этим на самом деле. Откуда он берется, я не знаю. Здесь на самом деле нет никакого кризиса, мы просто оказались в такое время, когда возникло, условно говоря, раньше, то есть определенный круг людей задавали общее какое-то такое направление музыкальное, то есть они решали, что есть качественная музыка, что должно быть популярным, что должно крутиться на радио, что должно выпускаться на пластинках. Если раньше это было связано с такой вот с профессиональной оценкой, да, то есть старались, чтобы это было максимально профессионально, максимально сделано качественно, то сейчас немножко рынок диктует совершенно другие условия. Сейчас либо это связано с коммерциализацией, то есть, условно говоря, вы слушаете то, за что кто-то где-то заплатил, и оплатил эту ротацию, и вы это слышите. Либо вы слушаете то, что очень интересно массовому слушателю. То есть там любое радио ставит тот музыкальный продукт, который наиболее пользуется спросом. Естественно, спросом пользуется что-то массовое, а массовый зритель, он не искушенный зритель, он зритель, который или там слушатель ждет чего-то такого, что сразу же зайдет, скажем так, что-то упрощенное, может быть, и он не готов там вести какую-то внутреннюю работу. Возможно, есть кризис в ориентирах. То есть раньше какое-то было понимание, что вот есть какой-то ориентир, что вот это качественно, что вот мы на это ориентируемся, что вот нужно вот к этому стремиться. Условно говоря, мы хотим попасть вот в этот концертный зал, или мы хотим получить вот такую-то премию. Сейчас как будто все перемешалось, и уже вот эти критерии все, человек может, не знаю, не иметь никаких премий, никакого профессионального общественного признания, но при этом, допустим, его слушают миллионы людей в том же самом ТикТоке или там каких-то там других площадках. А может быть, ему это и не нужно. Вот у него есть публика, там, у него там, он скажет, там, у меня миллионы просмотров, и мне не нужны ваши какие-то там дипломы, какие-то премии, еще что-то. И может быть, так даже честнее, на самом деле. Может быть, наоборот, мы привыкли всегда все драматизировать, что сейчас все неправильно, а вот раньше было правильно. Раньше просто нам эти правила игры знакомы. А когда мир постоянно меняется, вот мы просыпаемся, мы вообще живем в таком мире, что все меняется. Вот мы просыпаемся каждое утро, какие-то новые правила игры. И нам очень трудно подстроиться под это, и мы поэтому держимся за прошлое. Нам кажется, а вот раньше было все хорошо, раньше было все понятно. А кто его знает? А может быть, вот как раз сейчас все хорошо. Может быть, как раз сейчас все понятно. Может быть, я утрирую, конечно. Не знаю. Но я вижу, что у каждого музыканта есть выбор.
чем заниматься. Что касается там каких-то платформ или социальных сетей, где люди, может быть, без какого-то образования профессионального и, может быть, даже без каких-то навыков больших там выпускают песни, что-то создают. Мне кажется, это наоборот здорово, что люди креативят, они что-то придумывают, что-то создают. Это ваш личный выбор, слушать это или нет. Вы же можете это не слушать, вы можете пойти на концерт классической музыки там, или какого-нибудь джаза,